Вот, замечательно. Здравствуйте еще раз. Вот, нас сегодня пригласили рассказать про экологические проблемы, вот, про их региональные и глобальные вызовы и про те формы действия, которые, как мы так договорились и понимаем, которые может молодежь формировать в этих, значит, аспектах. Вот, я, наверное, все-таки перетяну Анечке немного времени, потому что то есть у нас по полчаса там дало, то есть вы должны не следить за временем, потому что мы содержательно разбили их на два не совсем равных топа. Вот. Первый топ, который я буду вам рассказывать, связан с тем, что вообще какие проблемы существуют в сфере экологии, как оно структурировано и, скажем так, вызовы вы должны будете прочувствовать вместе с нами. А второй топ будет связан с тем, какие решения, механизмы действий вы можете сделать. Вот. Ну и потом, я думаю, что мы поговорим, подискутируем. Вот. Сразу прошу вас настраиваться на то, что презентация сложная. Вот. Я, посмотрев программу, посмотрев то, кто... К сожалению, я не очень хорошо знаю состав участников. Я думаю, что мы увидим друг друга... Вот вы меня уже видите по Платону. Нет, не потому что я тут стою, а потому что Платон когда-то говорил о том, что скажи что-нибудь, я тебя не вижу. Вот я вас еще не вижу. Я только верю в то, что вы хорошие, умные, молодые, вот красивые, несомненно, то есть все это вот. Вот это я вижу, да, но как вас, как людей, я пока для себя не презентирую, потому что мы еще ни о чем не разговаривали. Когда мы начнем разговаривать, мы друг друга более поймем и увидим. Но для начала разговора я вот представлю вам презентацию. Ну что, поехали тогда, да? Давайте мы, значит, глобальные региональные вызовы, я немножко переформулировал, видели тему там, то есть как бы, ну, дальше. Итак, значит, мы будем говорить значит, в первую очередь об аспектах экологического кризиса. Значит, так или иначе, 20 век ставит проблему экологического кризиса. Часто вот на подобного типа семинарах мы тратим большое время для того, чтобы узнать, насколько аудитория ну, как бы готова знать об этом кризисе, не готова, что она представляет и так далее. Но в силу того, что у нас формат больше лекционный, а потом дискуссионный, да, то есть я как бы вам просто проговорю, что кризис есть, да, то есть вот меня сейчас не как бы волнует вопрос о том, что некоторые люди могут сказать, что экологического кризиса не существует. Понятно, да, этот момент? То есть есть и такие, да, но вот я сейчас в этот дискурс погружаться не буду, я в него могу войти после того, как мы с вами поговорим о общем формате. Итак, значит, 20 век, значит, говорит о том, что появляется проблема, 20 это предыдущий, значит, виток нашего развития, вот, значит, где-то в 70-е годы международное сообщество начинает понимать о том, что в социуме что-то, значит, начинает не так, потому что, значит, многие люди начинают обращать внимание на проблемы окружающей среды, да, то есть, как бы, значит, умирают животные, загрязняется, значит, вот видно, что появляется огромное количество мусора, в реки выливаются там, отходы, газ летит, то есть все достаточно визуально видно. Признать эту проблему как государственную, как бы до этого не особо кто-то собирался, хотя видно было. И, в принципе, вы должны помнить, что где-то 72-74 год – это момент появления экологии из сферы социальной, извините, из сферы биологической науки, переход в сферу социальную. Понятно эту веху, да? То есть, как бы, вот, значит, приблизительно этот этап. Вот, самое знаменитое как бы, начало всех возможностей экологических деятельностей, значит, второй этап я вам покажу, значит, связан с тем, что в 1992 году в Рио-де-Жанейро принимаются 3 знаменитые экологические конвенции, 3 конвенции Рио. Аня будет немножко подробнее про это говорить, но вы должны понимать эту веху. Значит, конвенция о сохранении биологического биоразнообразия, конвенция об опустынивании, конвенция, ну и деградации Земли, конвенция о изменении климата. Вот про климат вы сегодня должны понимать, что это одна из самых больших вызовов, которые сегодня вы видите и чувствуете. Вот, про климат мы тоже поговорим, но я хочу, чтобы вы увидели, что этот кризис, который был зафиксирован... Почему мне важны эти конвенции? А потому что международное сообщество признает, говорит, да, ребята, кризис есть. Да, и он говорит, что в наших... И он носит не
страновой характер, не локальный характер, а он носит большой характер, то есть он относится ко всем элементам земного, ну, скажем так, события государств, как мы бы так сказали. Да, то есть международная конвенция, она помимо того, что декларирует какие-то вещи, да, она еще и постулирует вообще наличие самой проблемы. Точно так же Конвенция о правах человека, например, говорит о том, что вообще есть проблема, такая проблема, ее можно увидеть. Понятно, да? То есть Конвенция о правах ребенка говорит, что да, ребенок обладает тем же составом прав, что и там взрослый и так далее. Вот, значит, но я хочу, чтобы мы зафиксировали с вами, какие же аспекты у этого экологического кризиса есть, и сегодня мы его выживаем. Значит, мы можем увидеть демографический, ресурсный, загрязнение окружающей среды и следующий аспект разрушение естественных экосистем и нарушение биохимических циклов. Сейчас мы пойдем посмотрим с вами, значит, все эти элементы. Единственное, что я хочу сказать вам про кризис, вы обратите внимание, что на, значит, модель о том, что он носит системный характер. Что значит системный характер? Что изменения и проблемные истории, да, то есть вот внутри экологической, как мы сейчас говорим, парадигмы, затрагивают разные аспекты социальной действительности. Ну, социальной, экономической и других действительности. То есть, с одной стороны, это экономический, это экологический кризис, кризис управления, социальный кризис. То есть, они все находятся в некотором очень сложном, многогранном переплетении. Вот здесь есть ли вопросы, или вам понятен этот тезис? Понятно. А? И также, что такое кризис управления? Вы спрашиваете или нет? Четче формулирую. Нет, просто чтобы я понимал. Значит, кризис управления связан с тем, что значит, есть две системы, ну или, скажем, больше, наверное, систем, но в данном случае значит, участие в принятии решений. То есть система аристократическая, когда какая-то группа наделяется возможностью принимать решения, и с другой стороны демократическая система, когда каждый из нас участвует в системе принятия решений. То есть управление в данном случае рассматривает как система принятия решений. Так вот, вопрос того, что управленец, и, значит, независимо от того, как строится эта система, вот, она сегодня находится в некотором критическом состоянии. Никто не знает точно, как правильно управлять, значит, устойчиво управлять миром. Понятно, да, здесь вот эта история? Поэтому мы говорим о том, что здесь есть критический момент, то есть нет правильной формы управления. Вы сами видите, что, помните знаменитый текст Черчилля о том, что демократия худшая форма правления, вы много про это, наверное, говорили в предыдущий этап, да, то есть, вот, но при этом нет у нас ничего лучшего, потому что именно она предоставляет каждому человеку возможность участвовать в принятии значимых решений. Вот. И в этом смысле сейчас вы сами видите реформы, например, в сторону мирового электронного правительства, вообще мирового правительства, отсутствие этого мирового правительства, да, то есть потом электронное правительство. То есть постоянно вы все время слышите о том, что вот это как бы кризис происходит. Кстати, вопрос еще интересен в тем, что у нас в Кыргызстане, вы видели, вот третья революция, это кризис управления. То есть президентская республика, парламентская республика, какой-то другой формат республиканского правления. Это все связано с форматом того, кто и как должен принимать решения. А самое главное здесь, внутри этой ситуации, кто имеет доступ к кнопке. Понимаете, да? То есть кто вот из людей, да? То есть вот мы с вами имеем к этому право доступа или нет? Вот. Или тогда через какие механизмы? Вот. Я достаточно ответил, потому что это не совсем в фокусе моего. Да? То есть, значит, в этом смысле мы хотим, чтобы разные группы имели возможность иметь доступ, вот, скажем так, к принятию решений. Почему? Потому что это связано с распределением рисков, о чем я буду говорить дальше. Давайте дальше. Значит, вот смотрите, значит, вот сейчас я как раз вам хочу показать, значит, давайте, значит, покажем. Значит, я еще, кстати, вам не сказал о том, что что такое кризис пределов роста, да, там было написано, что это кризис связан с тем, что, значит, те природные ресурсы, которые казались еще в 19 веке, а уж не говоря про 18-й, неисчерпаемыми, сегодня в силу развития науки и в силу развития технологий мы понимаем о том, что они заканчиваются. Понимаете, да? То есть, и в этом смысле тогда невозможно расти, значит, предельно безгранично вот в общем пространстве.
Кризис пределов роста часто связывают с такой метафорой, которая приходит к нам из биологии. Вы видели когда-нибудь чашки Петри? Чашки Петри, да, помните? То есть там выращивают, значит, этих бактерий разных, грибки. Вот. И когда их высеивают, значит, то наблюдается следующая история. Значит, чашка Петри, как вы понимаете, имеет ограниченный, то есть это такая чашечка с питательной средой, имеющая ограниченный масштаб. Да, наверх ее в стерильных условиях пересаживаются бактерии, и они, значит, живут какое-то время. Вот, когда за ними наблюдали, какое время они живут, увидели, так, ну, нарисовать. Тогда покажу так, экспоненциальный. То есть, смотрите, сначала большой рост, а потом плато, а потом спад. Понятно, да? То есть график жизни популяции бактерий. Слово популяция это та народонаселение, которое находится в этой чашке Петри, только народонаселение бактерий. Да? Значит, сначала они растут бурно и хорошо, потому что они потребляют все ресурсы, которые там есть вокруг них. То есть в рамках этих вот ну, представленных им витаминов, там еще всего остального. Да? На какой-то момент они все их съедят, и начинается стагнация, то есть выходят на плато, потому что нет, значит, никакого уже возможности, ресурсы из нее не приходят, чашка закрыта. Вот. И третье, значит, что начинается спад, потому что они выделяют очень много, значит, вещей в окружающую среду, вот, которые, собственно, совершенно нельзя с этим ничего уже будет делать, и они, собственно говоря, погибают от недостатка ресурсов и от своего, значит, продукта собственной жизнедеятельности. Ну, ничего мне напоминает про нас. Смотрите, то есть как бы стали потреблять ресурсы, да? Дело человека покорить природу, а не, значит, как бы сказать, отдаваться на ее милость, да? То есть на милость природе, как говорили на предыдущем витке, да? То есть задать человека, значит, ее покорить и не ждать милости от природы, помните? Да, это тезис. Вот. И, значит, тогда, соответственно, ну да, мы можем не ждать милости от природы, но мы просто перепотребляем определенные ресурсы. Понятно здесь, да? Но здесь, кроме перепотребления ресурсов, есть еще система перераспределения риска. Значит, можно нажать? Значит, у нас связано с тем, что, значит, вот смотрите, каким образом здесь вот этой, значит, на диаграмме графиком показан риск, который, значит, соотнесен в будущем. Как, значит, вот это один тип, давайте следующий. Значит, смотрите, то есть как бы инженер-строитель атомного реактора несет вот такой риск, видите? То есть как длительно он несет какой-то риск на себе. Само строительство атомного реактора. Дальше. Вот, посмотрите, значит, само строительство несет вот такой риск. Дальше вы видите о том, что жизнедеятельность, значит, реактора само несет гораздо больше риск с там продленными последствиями, потому что отходы атомного производства несоизмеримы с самой жизнью реактора, понимаете, да? То есть удивительные вещи, что сам реактор живет какое-то время, да? Вот, ну, это просто схема, которая вам показывает распределение риска во времени, да? То есть как некоторая модель. Я специально не ставил там годы, это сейчас не важно, вы должны понимать схему и логику. Вот. И, значит, смотрите, насколько, значит, вывод эксплуатации, насколько дольше несется риск, и он, смотрите, у меня продляется в будущее, потому что на самом деле никто еще тысячи лет с реакторами не жил. Реакторы существуют около там 100, ну, 70 до 100 лет, даже меньше. Понимаете, да? То есть, как бы, то есть никто еще толком не понимает, какие последствия этих эксплуатации, например, реакторов существуют. Точно такая же история, например, с горнодобывающими по промышленности выходом, значит, всевозможных экологических, вот, не, в смысле, природных компонентов в экологические системы. Понятно, да? То есть как бы это все создает, значит, риск. Смотрите, но мы живем, самое интересное, что мы живем в обществе приемлемого и продленного риска. Все знают, что ездить на автомобилях рискованно. Согласны? Однако, ну, так или иначе мы принимаем, да? То есть тот процент, мы как бы тот процент, людей, которые попадают в аварию, не считаем приемлемыми. Да? Ну, в смысле, считаем, наоборот, приемлемыми и удобными для своего, значит, там, ну, как бы жизнедеятельности. Ну, полеты на самолетах точно так же. Да, но при этом покупаем билеты, страхуемся и летим. Да, вот Качинский, вот так случилось.
Вот, то есть, понимаете, то есть мы все живем в обществе, в котором принимается риск. И какая-то незначительная часть людей, ну, как бы, или значительная, они в это попадают. В зону, как бы, риска и говорим, да, ну, вот мы, общество принимает, как бы, говорит, да, вот они, как бы, там, рискуют жить следующим образом. Понятна эта история? Значит, для того, чтобы понять лучше эту концепцию, как бы прочувствовать ее для себя, я советую прочитать, значит, произведение Бориса и Аркадия Стругацких. Слышали таких авторов? Вот фантастику молодежь должна, ну как-то, в мое время, по крайней мере, как-то любили, ну сейчас я уже сам запутался, потому что телевизор, как бы, он перебивает, конечно, желание читать, но я считаю, что текст, он все-таки важен. Поэтому я надеюсь, что вы все-таки читающая публика. Значит, у Бориса Аркадия Стругацких есть такое произведение, которое называется «Жук в муравейнике». Слышали? Читал кто-нибудь? Не читали, почитайте. Значит, история такова. Там просто модель «Жук в муравейнике». Значит, история связана с тем, каким образом разные общества и разные, значит, системы относятся к этому самому, значит, риску. Значит, там показано о том, что, по-моему, на Луне, то есть там цивилизация достигает этого, значит, момента, то есть, как бы, что мы на одной из планет, ну, по-моему, на Луне, там, да, находят, значит, саркофаг с зародышами, с человеческими зародышами. Вот, и там говорит, что уже около там, миллиона лет этому саркофагу, но зародыши в живом состоянии, вот, и надо принять решение о том, что с ними делать. Вот. Ну, значит, якобы эти зародыши оставила, человеческие зародыши, понятно, да, то есть в каких-то там аппаратуре, вот, и что эти зародыши оставила цивилизация, которую называли странники, они летали, и вот оставили, сказали, что вот можно так на них смотреть. Ну и что? То есть, как бы, как вы думаете, что можно делать? То есть, как относится человеческая цивилизация к этому? Что дальше? Вот есть какие-то гипотезы? Их, наверное, разъединили всех, а потом, по-моему, один из них в живых остался. Это вы структуру, да. А вы сами, что можно сделать в принципе? Вот как вы, вот вы, например, перед вами стала такая задача. Что, вот какие у вас тип решений вы предложите? Что делать? Вот нашли. Дальше. Как вы думаете? Не по произведению, а вот вы сами как думаете? Значит, одна модель дать им развиться, да, то есть пересадить их там в какие-то аппаратуру или там приживить к женщине, там, да, что, кстати, гораздо сложнее, да, то есть потому что мы попадаем в социальную историю, чьими детьми они становятся. Ну ладно, допустим, там нашли каких-то суррогатных матерей и присадили. Дальше? Дальше что? А? Ну хорошо, или искусственно вырастили, или в матери. Я вам просто показываю проблемы правовые. То есть, смотрите, искусственно вырастили, как бы государство берет за них ответственность, и они как бы двигаются. Вырастили в матери, как бы появляется проблема сразу социального отношения, что они якобы ее там будут. Ну, я говорю, какой-то суррогатный способ нашли. Дальше что? Что дальше делать с этим? Обучать, то есть дать им жить возможности, да? Вот теперь вопрос. Значит, вы идете, вот как, собственно говоря, люди. Мы с вами идем по, значит, пути. Другие пути есть какие-то? Ничего не делать. Третий путь? Уничтожить. Вот смотрите, да, то есть, но в первый у нас, конечно, ну раз мы нашли живых человеческих зародышей, что с ними делать? Растить. Ну, растить. Ну, гуманности, да. То есть, если это, то есть вопрос только один такой, что являются ли они людьми. Да, то есть если они не произошли не от человека, а? Из этого вышло. Так еще что вышло? Вот вы их нашли. Еще ничего не вышло. Риск еще. Смотрите, мы находимся, коллеги, мы находимся в том месте, где принимается решение о том, строить или не строить реактор. Ну, то есть там как бы выгода, то есть, а вдруг эта добрая цивилизация, ну все как бы вот дискурс, да? Нам что-то... Нет, подождите, сначала что-нибудь нам хорошее даст. Мы же верим в хорошее. Атомные реакторы, техника, там, вот, хорошая цивилизованная жизнь. Мы же в хорошее верим с вами, что же такого-то? Вот. И, значит, мы принимаем решение о том, чтобы их каким-то образом оставить живыми. И смотрите, и тем самым берем на себя риск. Понимаете, да, потому что ответственность и риск. Причем, как бы берут ответственность, могут взять одни, а что будет с человечеством, на самом деле никто не знает. Потому что являются ли эти, собственно говоря, зародыши людьми, во-первых, большущий вопрос, да, во-вторых, знаем ли мы намерения этой космической цивилизации, которая создала их зачем-то и оставила. Понимаете, это совершенно фантастические вещи, не потому что это фантастическое произведение, а здесь абсолютно много иксов.
И человечество может к этим иксам отнестись очень так просто, понимаете, да, то есть как бы и взять на себя. Вот там как раз и показывается, вот в этом произведении показывается линия борьбы двух идеологий, потому что вторая идеология говорит о том, что нет, это опасно. Это опасно и делать это нельзя. И там показана другая цивилизация, тагариане, которые их делают аналогами экологистов и алармистов, да, то есть как бы те, кто не берут, говорят, что это слишком рискованно, и они, по-моему, там, я нюанс не помню, то ли уничтожают, то ли ничего не делают, но во всяком случае каким образом не соотносят. Там частично была какая-то, это фабула, сюжет мне не совсем важен, то есть главное, что это другой выбор. Вот вопрос в этом смысле о том, как мы относимся к выбору и как мы его распределяем. Понятно здесь, да, то есть вот эта ситуация. И еще одна странная история, то есть как бы в современных ситуациях то же самое. То есть то, с чем мы сталкиваемся, никогда раньше не было. Собственно говоря, мы сами по отношению к себе являемся той самой космической цивилизацией. Мы производим такие вещи, которых не было до сих пор. И понять, каким образом они работают в будущем, можно только проекционными какими-то методами, понимаете, да? То есть, и, соответственно, экологи как раз и говорят, осторожнее с риском. Пойдемте дальше. Значит, теперь смотрите, следующее это проделы роста, связанные с тем, что у нас демографический аспект кризиса. То есть нас очень много. Нас очень много, и нас просто не хватает места на Земле и ресурсов. Можно я на этом не буду останавливаться, вы много про это тоже понимаете и знаете. График экспоненциального роста, сколько нас будет? Вопрос в том, смотрите, значит, вот как развивалось. Единственное, что вы, наверное, не видели, что как развивалось человечество до, значит, 1000 года, после 1000, вот это знаменитое падение человечества, когда чума чуть не уничтожила всю популяцию, да? И смотрите, что 20 век дает экспоненциальную вспышку, да? Видите, мы растем уже не линейно, как до этого росли, а экспоненциально. Также это нам говорит о том, что, значит, вот этот график роста бактерий, просто у них поколение быстрее сменяется, чем у нас. Видите, вот этот график и плато показывают элемент предела роста, а дальше за плато обязательно должен будет быть спад. И вопрос в том, что много людей может погибнуть просто из-за того, что нас много. Мы от самих себя можем начинать погибать, от результата своей деятельности, если мы как-то по-другому и разумно не выстроим свою деятельность. Значит, вспышку роста связывают с улучшением цивилизационного развития, с изобретением антибиотиков и так далее. Понятно, да, здесь? То есть, как бы, что мы сейчас находимся с вами, с одной стороны, хорошо, у нас каждый, очень низкая младенческая смертность, очень низкие вопросы, значит, смертности от этих паразитарных и инфекционных заболеваний. Мы стараемся с этим, медицина с этим борется, да? Но с другой стороны, нас становится много, нам требуется гораздо больше ресурсов, а ресурсов ограничены. Давайте дальше. Значит, смотрите, в этом смысле вопрос, сколько нам надо энергоресурсов? Это, значит, график проекционный, который, значит, показывает о том, сколько, значит, мировое потребление, значит, это ресурсов. Значит, каменный уголь, нефть, газ, видите, гидроядерная энергия. И вы видите о том, что это все растет. Значит, соответственно, потребление, желание потреблять растет. Нас много, в этом смысле ресурсов, и, естественно, будет не хватать. Давайте посмотрим следующую таблицу. Значит, а сколько у нас есть? Вот смотрите, пожалуйста. То есть, как бы, вот, замечательно, что ты хочешь очень многого и прекрасного. Но вопрос о том, что сколько у тебя есть. Мой учитель Арон Абрамович Брудный, он всегда, значит, говорил о том, что философ, да, вот, он говорил о том, что жизнь проходит на моменте между хочу и могу. Понимаете, да? То есть вот этот вот как бы, и вот наша жизнь, она как бы постоянно как электрическая дуга между этими двумя полюсами. Хочу и могу. Вот хотим такое количество потребления ресурсов. А можем, ну и пожалуйста, страны ОПЕК, вы видите график, который показывает о том, что, значит, ну хорошо, до 2010-2020 пик, и сейчас вроде бы хорошо, а и при том, что вы видите экономический кризис, да, то есть баррель нефти. А дальше это что? И дальше вот эта проекционная кривая, видите, как бы они сами говорят, вот все упадет. А если все упадет, тогда, соответственно, все механизмы поддержки нашей цивилизации на этой углеродной экономике, они просто начнут давать сбой. А сбой мы с вами в нашем... Я так понимаю, что здесь не только киргизские ребята присутствуют, да, то есть из других стран. Ну вот я тогда... 4 страны, да? Вот, я говорю о том, что мы в странах Центральной Азии, но особенно вот сейчас у нас, чувствуем это прекрасно. Не захотел кто-то там нам дать газ.
Вот в этом смысле, ну вы понимаете, вы говорите политика, да не только это политика, это реальность, понимаете, да? Сейчас проблемы с бензином это просто вот удивительно, да, то есть как бы и социальные потрясения. А что такое бензин, что такое газ, что такое уголь, дрова и так далее? Это те самые ресурсы природные, о которых мы говорим не хватает, да? Думать надо было немножко раньше, как бы механизм запускать. Сейчас маховик запустится, может быть, успеем. Посмотрим. Ясно здесь про этот график? Пойдемте дальше. Значит, теперь смотрите, вот это, давайте картинки посмотрим. Нет. Вот отлично. Значит, посмотрите, пожалуйста, да, вот стоп. Значит, посмотрите, пожалуйста, значит, потребление газа 2,8% в год. Такая интенсивность приводит к удвоению потребления газа каждые 25 лет. Понятно расчет? Да. Так, вот мы смотрим эти кубики. Просто вот до 2000 года. Это как раз таки замечательные выводы из пределов роста, которые я вам хочу показать. Запишите себе, пожалуйста, знаменитый доклад, значит, Римского клуба, чтобы, если вам просто интересно и вы заинтересует эта тема, его надо знать. Называется «Пределы роста». Доклад Римского клуба «Пределы роста». Там расчетные вот эти коэффициенты все даны и модели построены, на которых, собственно говоря, то есть там как раз таки Римский клуб, я последнее скажу еще на ваш вопрос, что Римский клуб отвечает за то, что должно быть изменение человеческих качеств. Аурелио Пичеи, запишите себе еще одну фамилию, Аурелио Пичеи, он пишет работу, которая называется «Человеческие качества». Понимаете, да? И он говорит, что человеческие качества как раз таки меняют. То есть все изменится, если изменятся человеческие качества. Ясно здесь, да? То есть вот я думаю, что вы можете посмотреть и поработать с этими. Значит, еще одна фамилия, которую Де Медоус вы можете написать. То есть две фамилии, которые связаны с пределами роста. Это Медоус, Дэниел Медоус и Аурелио Пичей. Понятно? Ну просто, чтобы вот какую-то вам логику выстроить. Итак, давайте посмотрим, значит, следующее. Значит, вот вы видите удвоение, сколько... Здесь табличка просто как венометод показывает, сколько нужно. Да? Давайте посмотрим. То есть вот что скорость... Если сохраняется данная скорость потребления, то вот нам столько газа нужно. Давайте дальше. А что оно не... Да, вот смотрите, а это то, что у нас есть. Вот, на 2006 год доказанные мировые запасы оцениваются на, видите, 173 триллиона кубических метров, а нам уже надо гораздо больше. Вы видите, да? Давайте дальше посмотрим. Так, значит, смотрите, у нас нужно 816 триллионов, есть 2093. Неоткрытые запасы, говорят, что 19 миллионов кубов, но как бы, может быть, будут в этом смысле открыты, а может быть, не будут открыты. Что мы будем делать с той дельтой, которую просто не хватает? Ясен вопрос? И проблемы, о которых мы говорим, как бы, вот это ресурсный аспект. Давайте дальше. Значит, смотрите, проявление энергетического кризиса, это еще и потери. Я просто хочу, чтобы вы понимали о том, что проблемы технологии еще в том, что так построенная система скоординированности, да, то есть вы видите, сколько процентов теряется на каждом шагу. Просто посмотрите картинку, можно оставлю без комментариев. То есть вы... Меня погонят организаторы со временем. Значит, с такой медленностью. Значит, комментарий в том, что на каждом шагу, то есть на каждом этапе, смотрите, станция. Вот. Значит, станция энергетическая, которая у нас есть, производит, ну скажем так, там 100%, да, то есть при этом какая-то часть этого процента теряется на, видите, сброс воды, то есть как бы отвод воды, то есть как бы энергия, то есть чистая энергия по закону сохранения энергии теряется. И мы показываем, насколько на каждом этапе теряется процентов энергии. Понятна эта схема? То есть просто это схема потерь от производителя станции до, значит, дохождения до потребителя. Ну, это какое-то количество целей. Там либо это в виде света, либо газа, но в данном случае это вот какая-то деятельность по... Да, вот 9,5% энергии. Вот от 100% 9,5% только мы потребляем. Поэтому мы как раз говорим о том, что стоит заниматься вопросами энергосбережения, не только энергоэффективности, то есть возобновляемых источников, но и энергосбережения. В этом смысле экономисты сейчас хорошо про это понимают, и в том числе Министерство энергетики. То есть вот эта потеря по ходу, это очень важный компонент. Достаточно?
Давайте дальше. Ну и социальный аспект. В этом смысле, значит, в чем? Что мир перепотребления, чем больше я потребления, тем счастливее я буду, потребление счастья. Вот эта проблема в том, что мы находимся с вами в этой модели, значит, восприятия. Значит, давайте сделаем такое упражнение, коллеги. Значит, возьмите, пожалуйста, вот так ручку. Упражнение, кстати, от Дэниела Медоуза. Вот как раз таки от того, я просто слушал его лекции. Как получится? Как получится? Глаз, значит, у вас образовалась рамочка, да, и начинайте двигать. Двигайте. Вы видите, что картинка у вас меняется? Отлично. Да? Ну, меняется картинка? Вот это очень важно. А почему вдруг она... Вот задайте этот себе вопрос. Она почему меняется? Нет. Почему она меняется? К вашему желанию видеть не имеет никакого отношения, оно у вас объективно меняется. Ты даже не хочешь видеть? Почему? Правильно, появляются определенные рамки. Значит, фиксируйте себе ситуацию, взгляд. В этом смысле фиксация взгляда предельно важная проблема. Как и на чем ты умеешь фиксировать взгляд? Тагорианцы фиксировали взгляд на рисках. Люди фиксируют взгляд на всегда хорошем. Картинка, понимаете, да, то есть зависит от того, через что ты смотришь, через ту рамку, которую ты смотришь. Понятно здесь? Давайте еще посмотрим, это хорошо, мы знаем про эту аудиторию, а нам надо такую же рамочку накладывать на неизвестное, на объекты. Например, вот сделайте такое значит, упражнение. Представьте себе, еще одно упражнение, значит, стаю птиц. Представили? Да. Угу, отлично. Теперь расскажите, пожалуйста, сколько их? Много. А сколько? Более 500 тысяч. 500 тысяч. А еще? Вот, вы теперь должны понимать, в чем разница мира воображаемого, в этом смысле проекционного, от мира реального. То есть наложите эти две картинки друг на друга. Восприятие, значит, это упражнение, кстати, предлагает Пауло Коэльо. Вы знаете, он достаточно знаменитый этот писатель, да. То есть, ну вот можете почитать. По-моему, «Ведьма из Портабелло». Ну, неважно. Я просто взял его, потому что оно мне удобно. То есть, как бы, смотрите, он там свои какие-то выводы делает, мне удобно показать мир воображаемого. Мир воображаемого накладывается на реальность, но не совпадает с ней. Когда мы видим реальную стаю птиц, мы можем посчитать и сделать прогноз. Когда мы воображаем стаю птиц, что она пролетит, мы делаем что-то, некоторый целостный объект совершенно по-другому. Во-первых, задаем вопрос, где находится эта стая птиц. То есть это реальная стая птиц. Она, если ей посыпешь крошки с цианидом, они помрут. И вот так двигаются природные лимиты, природные объекты. Понятно, да? То есть, как бы, если что бы ты ни сделал с воображаемой стаей птицы, вы можете представить, что она живая, эта аудитория может представить, что она померла, третья аудитория может представить, третья часть аудитории вообще сказать, что половина ушла, половина... Понимаете, да? И вы будете все логически правы. Вот проблемы прогнозов. Ясно, да? То есть, кто на какой рамке и на каком аспекте этой действительности делает, значит, акцент. Почему мне это важно здесь? А потому что нас заставляет искусственно делать акцент на потреблении. Что счастье человеческое в том, чтобы потреблять. Задумайтесь об этом. То есть, как бы, о том, что в этом смысле я тоже смотрю MTV. Мне тоже кажется, что это важно. Но как бы вопрос в этом очень большой. То есть, как бы, может быть, вот опять же, Арон Абрамович в одном из своих произведений написал о том, что гостиница «Ливерпуль», он говорит, смысл жизни в том, чтобы жизнь продолжалась, а не в том, чтобы потреблять, да? Извините, пожалуйста, а как вы в капиталистической системе, в которой все построено на том, чтобы как можно больше продавать и как можно получать больше выгоды, вы собираетесь осуществлять свои, как говорится, взгляды? Вот это интересный вопрос был бы узнать. Знаете, даже странно, почему мы с вами оказались на разных сторонах баррикады. Я еще ничего не сделал, но вы уже чувствуете, что я что-то вам сделал неприятное. Чувствуете в вашем вопросе? Ну что вы меня давите с капиталистической системой? Я же вам и говорю, что в системе сознательно, да, именно из-за того, что привод денег. Но привод денег не есть обязательный элемент человеческого существования. Понимаете, да? То есть как вы в капиталистической системе? Я работаю давно и где могу, ее меняю. Систему потребления, понимаете, да, в том числе, потому что я пришел сюда, если вы меня спрашиваете, в том числе я пришел сюда и разговариваю с молодыми людьми, которые потенциально могут стать управленцами и принимать другой тип решений. Вот, я только хочу сказать, что внутри системы капиталистической тоже ценности ее не абсолютны. Эти ценности изменяемы, в том числе через систему образования, через наше с вами поведение и смещение этого акцента. Оставляй столько, сколько тебе надо. Не бери больше, чем тебе это необходимо. Можно я вам зачитаю пример того, что значит,
вот эта рамка является в социологии, является такой момент, как доминирующая социальная парадигма. Улавливаете? То есть как бы это доминирующая социальная парадигма, это то, через что ты смотришь, та призма, через которую ты смотришь на мир. Вот. Призма капиталистического перепроизводства не абсолютная призма. Более того, она приводит к экологическому кризису. В этом смысле для меня очевидно, что надо менять внутреннюю механику. И я почему говорю, что мы по разные стороны друг оказываемся? Потому что для вас это абсолютное, а для меня меняемое. Понимаете, у нас по-разному уравнение пишется. Для вас это константа, для меня это инвариант. Понимаете, да? То есть где x, а где двойка в уравнении. Да? Двойка, она и есть двойка. А x его можно менять, это переменные. В этом смысле, вот если мы немножко, моя задача вам показать, что есть и другие переменные. И вот я написал внизу, доминирующая социальная парадигма и НЭП. Доминирующая социальная парадигма – это направление, на которые современные энвиронментальные социологи говорят, это то, через что мы смотрим на мир. То, какие положения для нас являются очевидными. Давайте я вам просто вот несколько зачитаю, и вы поймете, что да, действительно мы так смотрим. А второе, я попробую почитать, что такое экологическая парадигма. И вы подумаете, подходит вам это или нет, хорошо? То есть именно в этом контексте. Итак, значит, основные положения доминирующей социальной парадигмы. Значит, это работа моей коллеги и подруги Элины Альбертовны Хали. Она энвиронментальный социолог и секретарь Института социологии РАН, научный секретарь Института социологии РАН. Понятно, да? То есть Российская академия наук. То есть это один из ведущих экосоциологов, ну, я так скажу, на постсоветском пространстве точно, но и, я думаю, из мировых. И вот они как раз таки говорят, что основными положениями значит, доминирующей социальной парадигмы является экономический рост как основное направление социальной политики. Ну понятно, да? То есть что вот социальная политика, люди нужны для того, чтобы экономически перерастать. Почему? Непонятно. Может быть, люди нужны для того, чтобы жить? Может быть, люди нужны для того, чтобы быть счастливыми? Может быть, социальная политика направлена на счастье людей? Где это написано? Нет, экономический рост. Связали. Рост и политику. Хорошо, другая. Наука и технология есть фундамент для покорения природы и увеличения материального благосостояния. Правда? Все правда. Хотите стихотворение прочитаю про науку? Хотите? Эту сказку старинную слышал я уже на сегодняшний лад, как Иванушка в ополе вышел, и пустил он стрелу наугад, и пошел в направлении полета по серебристому следу стрелы. Она пала к лягушке в болото, вдалеке от родимой избы. Пригодится на бравое дело. Завернул он лягушку в платок, вскрыл ей белое царское тело и пустил электрический ток. В долгих муках она умирала, в каждой жилке струились века, и улыбка познания играла на счастливом лице, ну, соответственно, дурака. То есть, смотрите, целовать лягушку можно было, говорит нам старая сказка. Ну, по крайней мере, может быть, пройти мимо, как вот тут говорили. Нет, мы ее берем, вскрываем, смотрим, говорим, что... и ко всему так же относимся. Сосед тоже, знаете, это потребительский. Вы подумайте, как это накладывает отношения между вами. Посмотрите сериалы просто и увидите о том, как строятся наши человеческие отношения. Не только к природе мы так относимся, в первую очередь, что мы так относимся друг к другу. Смотрите, и следующее, что появление различных типов рисков, возникновение в результате роста производства и труда и производства товаров, неотъемлемая, но приемлемая для общества часть. Принимаем мы с вами риски. А мы говорим, давайте, есть те риски, которые принимать нельзя. Понимаете, вот в чем наша позиция. То есть их надо просто отодвинуть. Потому что же, конечно, экономический рост, товары надо производить. Нужны ли эти товары в таком количестве и в таком измерении? Вопрос. Соревнование – основной рычаг повышения производительности труда. Вследствие этого рост материального благосостояния, что есть прогресс. Обратите внимание на фильм, который я вам сейчас посоветую. Вы, наверное, его тоже видели, а может быть нет. Beautiful Mind. Да, то есть как бы, или «Игры разума» его по-другому еще переводят. Да? Значит, Джон Нэш. Математик. Вы помните, в чем его, если видели этот фильм, то в чем специфика того, что он там показывает? Он говорит о взаимодействии. Помните, да? И он говорит, что выигрыш не в соревновании, что Адам Смит был неправ. Правило невидимой руки не работает. Надо было действовать по-другому. Понимаете, да, то есть о чем идет речь? Значит, соответственно, мы как бы говорим, что не... И он доказывает это. Ну а что, у нас сегодня малая конкуренция, вы никому не подставляли подножку, и вам никто ничего не делал. Как только двигались, то есть как бы конкуренция, фильтры социальные, понимаете, да? Другая логика развития. Может быть, стоит задуматься об этом. Следующее, значит, принимать, вот самое, люблю этот момент, что, значит, современная основа рычаг. Следующее, что принимать общественно значимые решения, то есть управлять обществом, должны только специально для этого предназначенные социальные группы.
А их надо выращивать где-то специально. Для того, чтобы стать депутатом, ты должен заплатить залог. Почему? Богатый значит умный. Почему? Ну, богатый, причем в социальной ситуации, хотя всегда древние говорили от тюрьмы до сумы. Понимаете, да? То есть богатство не есть признак адекватного развития. Платон за это. Вы помните, Сократ, извините, выпивает за это яд. Да, то есть почему? Да потому что он сказал, вот противен мне, там, ну самый противный в этом мире это афиняне. И там им всем, почему? Потому что их аристократия его напрягала. Не умные, не думающие, не квалифицированные принимают решения. А у нас это говорится, что должны быть специально предназначенные социальные группы, чтобы участие в принятии решений не мешало основной массе трудиться с максимальной отдачей на своих рабочих местах. Одни принимают решения, другие трудятся. Интересный разворот. И мы его принимаем как должное. Понимаете, да? То есть здесь вот вы задумайте о механизме, в котором мы с вами живем. Следующее – это рынок спроса и предложения, наилучший механизм регулирования. И следующее – это максимальное обогащение ныне живущих людей. Это основная цель существования социально-экономической системы, что объясняет отсутствие установки на заботу о последующих поколениях. Я живу, а после меня хоть потоп. И мы это видим в каждом принятом решении. То есть очень мало решений, которые направлены на нас с вами, а уж упаси Господь на наших детей. Да кто там разберет, что с ними, сколько стай там, мало ли будут эти дети, не будут. Там, извините, это как птиц считать. Вот сейчас у меня тут конкретное решение, а тут канаву пророем. А что туда попадут все остальные, это уже не моя забота. Понимаете, да? Логика. Все связано с логикой и выбором. То есть доминирует социальная парадигма. Пытаемся сказать про другую, новую экологическую парадигму. Значит, самоценность природы, основные ориентиры стали. Особая забота о всех живых организмах, в том числе о людях и грядущих поколениях. То есть перестроить фокус вот этот на будущее и оценку производить. То есть постоянно производить оценку. Элементы этого есть, но очень малые. Значит, исключение возможности риска подвергнуть людей и природу любому виду социогенных опасностей. То есть как бы жестче фильтр риска поставить. По-другому перестроить систему принятия решений. Значит, признание того, что существуют границы определенной биосферой, которые общество должно учитывать, чтобы их не переступать. Следующее. Необходимость создания нового типа общества, в отличие от существующего, индустриальное, которое работает и реализует новую социально-экономическую и политическую систему, соответствующую этой новой экологической парадигме. И опора на постматериальные ценности. Не на материальные, а на постматериальные, на духовные. Человек не только тело, но и все остальное. Понимаете? И вот это вот, там акцент, можно строить его совершенно по-другому, как духовное образование. И для меня очень важно еще сказать, что я хочу вам показать про экологические лимиты. Значит, вы можете посмотреть, значит, какие эпохи были с нефтью и газом. Посмотрите, можно просто картинку увидеть, и мы пойдем дальше. Давайте дальше. Вот, значит, вы видите, что, значит, что система как бы двигалась от угольной экономики через нефть, газ к солнечной экономике. Сегодня мы как раз таки пытаемся, почему вопросы, потому что мы верим в то, что это будет следующее, то есть как бы использование экономики солнца, ветра, воды, да, в большей степени, и перестроить социальные системы под это и технологическое, мы видим в этом выход один из возможных. Но для этого нужны постматериальные ценности, и надо отказаться от автомобиля, а пока поехать, например, на солнечном трамвае. Ну, сложно, понятно. Придется меняться, но вопрос в том, что либо это будем делать естественным путем с мягкими вещами, либо вся система рухнет через климат. Пойдемте дальше. Ну вот ресурсные вы видите, очень мне нравится эта карта аноморфозов, которая показывает о том, что одни страны, здесь показано, какие страны, сколько продуктов потребляют. Здорово. Вот 96-й год. И вот видите, маленькая Япония, сколько ресурсов. Ну США, вы видите, Европа маленькая. Где? Ну нет у нас, конечно, господи. Обратите внимание, да? Ну как мало? Как мало, это США и Канада же вон оно там совместно. Обратите внимание. Ну там жесткий дифференциал не делали, то есть как бы Африки нет, вон, практически остатки от Австралии. Здорово. То есть как бы сколько общество ресурсов потребляет на свое развитие, а вы мне говорите о том, что, конечно, они будут поддерживать этот тип жизни. Понимаете, да? Мы говорим, я не говорю, как Шариков из профессора Пржинский, что взять и все поделить. Вопрос в том, что механизмы сдержек и противовесов сегодня конвенции направлены, чтобы немножко сдуть эти вещи. Как бы что зоны изъятия ресурсов и зоны риски за это находятся в разных местах. Понятно? Про лимиты хочу успеть. Давайте дальше. Смотрите, параллельно с этим формируется предельно важно для нас, что у нас есть зоны восстановления экосистем и зоны разрушения экосистем. Сейчас, значит, обратите внимание на эту картинку, значение экосистем, сейчас я вам объясню. Увидели, да, что у нас есть, значит, нажмите еще раз, темно-зеленый, значит, это лесные сообщества, которые есть на данный момент. Видите, сколько лесов осталось?
Значит, следующее, значит, что лесные сообщества, которые были в доиндустриальный период, и механизм работал. И вот, пожалуйста, это зоны, где жизнь разрушается в основном. То есть, когда мы говорим, что мы на них будем ориентироваться, то мы должны понимать, что кризис будет еще ближе. А они связаны с тем, что ресурсы потребляются. Вы можете наложить мысленно ту предыдущую карту. Мы так делали. И вот эту карту, и вы увидите, что зоны перепотребления ресурсов связаны с зонами наибольшего разрушения природной среды. Причем здесь природная среда? Приглашаю в космическое путешествие. Коллеги, значит, теперь я объясняю, при чем здесь мои экосистемы, теперь я вообще перехожу в то, что я на самом деле хочу вам рассказать. Вот это все была присказка. Сказка сейчас, и я надеюсь, что вы поймете эту сказку и получите все материалы, которые Аня вам передаст сейчас, ну, то есть вот в своем месте, то есть как бы, и будете про это. Значит, космическое путешествие. НАСА, знаем, что такое? Да. Отлично, все хотят, хоть космонавтов знают. Значит, итак, значит, Марс. Приглашаю вас слетать на Марс. Еще, нажмите, пожалуйста. Значит, изучаем, значит, НАСА задумалась о том, что как же так, значит, термодинамическое равновесие вам что-то говорит или нет? Не говорит. Записывайте слово термодинамическое равновесие, смотрите в Википедии. Потом. В этом смысле, то, что успею рассказать, рассказываю. Принцип термодинамическое. Нет, пока не закон сохранения. Термодинамическое равновесие. Принцип Ле Шателье из 8 класса. 8 класс, принцип Ле Шателье. Кто-то может мне назвать? Про реакцию, находящуюся в термодинамическом равновесии. Почему в органику помним? 8 класс, а потом органика, 9-11, да? Две стрелочки. Почему две стрелочки рисуем? Когда у неорганических рисуем равно, у органических две стрелочки. Почему? Вот, значит, когда эта обратимость и есть принцип термодинамического равновесия. То есть, когда две части уравновешиваются между собой. Понятно? Есть принцип Ле Шателье, который говорит, что если на систему, находящуюся в термодинамическом равновесии, оказать воздействие, то увеличивается скорость той реакции, которая компенсирует это воздействие. И мы помним, что вы с вами на уроках химии всегда подбираем никель положить, давление увеличить, температуру. Помните? Кто-то химию хорошо знает, я надеюсь. Вспоминаете про это или нет? Вот, для чего? Для того, чтобы сместить равновесие в определенную сторону. Но мне важно слово равновесие. Понятно, да? То есть запомните, вот термодинамическое равновесие, это важно сейчас для того, чтобы, нельзя в космос летать не совсем образованным. Можно, конечно, но смысла нет. Вот мы летим, значит, с образованием. Итак, значит, Марс. Температура минус 53 градуса. Значит, углекислый газ 95%. Значит, азот 2,7% чистый. Да, то есть, значит, кислород 0,13% следы фактически других газов. И, значит, вода в виде льда. Запомнили? Значит, на Марсе это, и смотрите, это первое космическое термодинамическое состояние. То есть это равновешенное состояние. То есть есть равновесное состояние, есть неравновесное. Маятник находится где? Здесь равновесно, а здесь уже неравновесно. Понятна эта история, да? Значит, вот это одно равновесное состояние. Смотрим Венера. Летим на Венеру. На Венере температура плюс 477 градусов. Т такая большая, вы видите, не Т малая, Т большая. Означает что? Во-первых, это градусы Цельсия, во-вторых, это средняя температура. Понятно? То есть это средняя температура, не в каждой точке, а средняя. Средняя 477. Значит, СО2 опять 98%, азот 1,9%, кислород следы, вода в виде пара. Ясно? И перегруженность этими окислами серы фактически самого значит, системы. Что мы видим на Земле? Так, если бы... Сделайте еще одну историю вниз. Вот, сейчас тут... Значит, Земля, что мы имеем в виду? Значит, 15 градусов, углекислый газ 0,03%, 98 про 0,3%. Значит, азот 78, кислород 21, другие 97, вода во всех трех агрегатных состояниях. Видите, что совершенно другая ситуация. Работники НАСА занялись вопросом, что же поддерживает в систему равновесия. И пришли к выводу, что такой системой, которая поддерживает жизнь в равновесии, является сама жизнь. Нет, вот вы смеетесь. То есть, что систему, поддерживающую такую параметрию, которая есть здесь, является сама жизнь. Понятно здесь вам? То есть, что живое на Земле убирает выводит систему из его термодинамического равновесия. Давайте сравним. Да, вот видите, значит, смотрите, значит, лед, пар и жидкость. Земля, значит, видите, ситуации.
Я просто опустил «Земля без жизни» проекционную модель, просто в силу времени, там был момент, и просто чтобы вы... Достаточно того, что вы поймете, что жизнь на Земле поддерживается благодаря тому, что когда-то были созданы живые существа. Понятно здесь? Почему важно, чтобы вода была в 3 агрегатных состояниях? Жизнь у нас на Земле существует благодаря тому, что мы существуем как живое. Именно потому, что вода находится, вот есть цикл воды. Если это лед или если это пар, цикла воды не существует. Понятно, да? То есть он в одном как бы состоянии. Переход между состояниями позволяет нам выживать. Один пример. Вы знаете, что пруды не пересыхают. Не пересыхают, говорю, не промерзают, извините. Да, то есть до конца. Почему? Потому что лед обладает удивительной способностью. У него плотность ниже, чем у самой жидкости. Он поднимается наверх. И вот там, в этом придонном слое, как раз-таки жизнь может присутствовать. Понятно, да, почему для нас важно, что есть и жидкое, и, значит, соответственно, ледяное состояние, но и потому что есть еще пар. И может быть круговорот воды в природе. Пройдусь по всем картинкам. Значит, благоприятные условия для жизни на планете Земля создает сама жизнь. Вывод понимаем? Запомнили его? Двигаемся дальше. Я могу его долго выводить, но значит, я хочу, чтобы вы увидели вот эту модель. Значит, смотрите, значит, вообще обратили внимание, что уникальность Земли, видите, мы показываем, что Земля, значит, флешка у нас не работает. Значит, я и отдельно могу ее потом показать. Значит, смысл в том, что она колеблется. То есть вот когда флеш-анимацию надо отдельно открыть будет. Можно сейчас, чтобы не тратить время, вы представьте, что она колеблется в той или иной ситуации. Именно потому, что вот эту ложбинку колебательную создает живая природа. То есть она создает такие условия, благодаря которым, значит, вот эти температурные, газовые и другие колебания возможны. Понятно? Вообще вот такой диапазон. То есть температура средняя, значит, кислород в чистом виде, сильнейший окислитель, термодинамически далекий от равновесия, сильнейший окислитель не в завершенном состоянии, углекислый газ более завершенном состоянии, а этот в далеком равновесии. Значит, пригодная для жизни, отверните секундочку, значит, здесь вопрос в том, что у Земли есть два возможные потенциальные термодинамически более уверенных состояния без жизни. Это либо Марс, либо Венера. Понятно, да? То есть как бы вот это как раз модель, которая это расчетные вещи показывает. И, значит, экосистемы будут разрушены, либо Земля либо превратится в Марс, либо превратится в Венеру. Давайте дальше посмотрим. Значит, вот здесь, значит, выводы даются, теория биотической регуляции. Естественное сообщество создают условия для собственного благоприятного существования. Эти условия поддерживаются в достаточно узком диапазоне благодаря существованию жизни в целом в течение нескольких миллиардов лет. Значит, можете написать про сайт, почитать bioregulation.ru. Видите, да? То есть, как бы, это модель, которую разработал, значит, теоретик. Давайте дальше. Дальше уже просто выводы. Значит, теоретик, значит, Виктор Горшков, как его называют современный Вернадский. То есть это ленинградский биофизик, он ленинградский профессор. Значит, я уже хочу сказать, что биота уже 2 раза меняла как минимум условия среды, а, например, Тимофей Фрисовский считает, что 5. Я просто хочу показать, что мы сталкиваемся с, значит, биотической... Смотрите, жизнь, когда она произошла, то есть как бы мы с ней сталкиваемся в банках с ботулизмом. Уловили, да? То есть как бескислородная она была. И вот те бактерии, которые жили в этих банках, они как раз таки и есть старая биосфера, которая производит все следующим образом. То есть вот она бескислородная. Потом появилась кислородная биосфера. Мы с вами являемся элементами этой кислородной биосферы. И мы все со школьного курса знаем, что элементами, производящими кислород, является живое. А если мы уничтожим эти леса, как я вам показал на предыдущем этапе, нам просто нечем будет дышать. И мы вернемся, биосфера сохранится, она может вернуться к своему состоянию. Но нас с вами может не оказаться. Проблема в том, что как бы мы есть результат новой биосферы, не биосферы кислорода. Понятно, да? Здесь вот этот вот показывает. Значит, давайте дальше, да. То есть, как бы, значит, биогеохимические функции. Просто обратите внимание, что, значит, здесь важен вывод. Биогеохимические функции описывать не буду. Заходите, почитайте сами. Есть у Вернадского, значит, ситуация живая биосфера. Скажу только одно, что важно понимать, что биогеохимические функции не может выполнять один организм в себе. Поэтому элементами жизни, давайте следующий слайд, является, вот запомните, пожалуйста, этот тезис Вернадского, который для нас принципиально важен на сегодняшний день, что элементами жизни является экосистема. Мы с вами включены в эти элементы жизни. Значит, что он говорит? Изначально морфологический состав природы, биосферы должен быть сложным. Невозможно появление одного вида. Должен появиться
и цветочек, и травка, и водоросль, и микроорганизм, и только тогда мы с вами можем появиться. Без среды и без тех экосистем, которые поддерживают существование, человеческое существование невозможно. И здесь говорится даже о происхождении жизни. Должны были появиться создание биосферы, должны было произойти не в виде появления одного вида организмов, а мы сегодня сосредотачиваемся на этом, а в виде совокупности, отвечающей тем или иным положениям. То есть должны были появиться биоценозы. Давайте дальше посмотрим на биоценозы. Ну, значит, я даю еще некоторые тезисы, которые вам просто будут приятно, у вас презентацию оставим, то есть тезисы, которые вам приятно будет думать при помощи них. Это, значит, уже теория биотической регуляции, переложена Эмиль Джапаровичем Шукуровым. Жизнь не свойство отдельного организма, свойство биосферы. Естественные экосистемы воспроизводят матрицы жизни. Запомните слово естественные экосистемы. Ничто не создано человеком не в состоянии заменить биосферную функцию естественных экосистем. И все созданное человеком не настолько порядков проще, чем самая примитивная живая система. Запомнили, да, это те тезисы, которые должны стать основой нового взгляда на мир. Климатический насос. Еще только скажу, что экосистемы еще переносят, кроме кислорода, они еще двигаются тем, что они закачивают. Давайте следующий. Значит, они закачивают, покажите мне, значит, зеленое сейчас. Делайте. Значит, они закачивают, значит, вот, обратите внимание, значит, долго рассказывать и сложно, кто-то подойдет ко мне, опишу. Главное, что вы должны запомнить простую модель. Экосистемы закачивают, живые леса закачивают влагу с океанов вглубь континента. И мы существуем, я дойду все равно до точки, то есть как бы сейчас, не могу оборвать здесь, то есть вглубь континента. Понятно здесь вот эта ситуация? Давайте дальше. Вот функции, вы должны посмотреть на функции лесов, они у нас есть на плакате. Вот, о том, что не все экосистемы одинаковые, есть экосистемы разрушенные, есть экосистемы растущие, есть экосистемы, существующие долгое время. Экосистемы должны быть в развитом состоянии для того, чтобы поддерживать, значит, функцию. Давайте дальше. Ну вот это я показываю, что у нас есть в Кыргызстане. Вот, значит, видите, то есть зоны потенциального произрастания лесов точно так же и зоны, значит, его отсутствия. Видите, тоже антропогенная нагрузка достаточно сильная. Хотя мы в Центральной Азии находимся на очень хорошем счету с точки зрения экосистемных услуг. Мы можем представлять миру, это я к региональному аспекту хочу вам показать, что мы можем предоставить экосистемные услуги. Давайте. Так, значит, запомните соотношение 30, 10, 60. Если вы станете управленцем, если вы будете помнить про этот, есть расчет 30, 10, 60. Значит, 10, 30, 60, да, то есть, как бы, значит, урбанистическая территория, сельскохозяйственная территория, территория дикой природы. В 70-е годы произошло следующее. Мы перешли 60% барьер, нарушился механизм климатической регуляции. Климат нарушается, потому что нарушился этот механизм регуляции. Понятно? Перейден этот барьер. Давайте дальше, не буду больше. Ну вот, пожалуйста, концепт разбалансированного климата. Климат как лабиринт не работает, потому что он вышел из балансного состояния. То есть помните, мы вот тот картинка, где как бы Земля как бы в ложбинке находилась. Помните? Да? Так вот, баланс нарушился, и ансамбли погод разбрасываться начали, стали где-то ближе, где-то дальше и так далее. И вот эта вот амплитуда очень опасная стала. Понимаете, и мы с вами живем с этой опасной амплитудой. То есть, смотрите, одно дело, когда маятник качается так, другое дело, когда он качается вот так. Проблема в том, что сейчас климатический маятник качается вот так. И вот это наше. Мы хотим, чтобы он стал на место. Значит, а первый вызов, значит, глобальный, это, значит, вот пределы роста. Давайте дальше. Значит, ну вот посмотрите, что в результате климатических. Это просто картинки, они вам, вот я уже заканчиваю. То есть они вам покажут системы, что произойдет с экосистемами в Центральной Азии с изменением климата. Видите, то есть как бы у нас сменятся свои, то есть экосистемы сместятся выше и будет жарче, а в определенных зонах просто будет еще пустыннее. Понятно? То есть будет не хватать воды. Почему не будет не хватать воды? Обратите внимание, для нашего региона вызовы, связанные с изменением климата, давайте дальше. Значит, это связано с исчезновением ледников. Вот прогноз по нашим, значит, состояние ледников в 2005 году, то есть современный прогноз. И посмотрите, в 100 году какой прогноз с изменением климата. Показывайте, красным будет показано. Понятно? Очень простая схема, которая показывает, что для Центральной Азии самый страшный прогноз – это то, что у нас станет меньше воды. В какой-то момент ее станет больше, и она пойдет, а потом ее станет меньше, она просто исчезнет. Понятно, да, то есть этот момент? И вот это то, что мы прогнозируем и говорим, что, коллеги, давайте работать на то, чтобы этого не случалось. Это вопрос того, что как полноводные реки, просто был еще центральноазиатский аспект, то есть как бы вопрос трансграничного перехода между реками, видите, да, то есть как бы и сброс. Туда как бы, то есть pollution, это еще одна проблема, которая для нашего региона. Значит, вода и загрязнение трансграничных вод, это региональные проблемы, на которых вам тоже стоит обратить внимание. Давайте дальше.
Значит, но еще один момент я хочу показать. Это зоны трансграничного переноса радиоактивности. Экосистемы могут справиться со всем, если они здоровые и нормальные, кроме радиации. Если мы подняли эту радиацию, она будет уничтожать все вокруг. Обратите внимание, что, как хвостохранилище распределяется в Центральной Азии. Это по материалам сайта. Вот вы можете на Uranium Central-Asia.org, посмотрите, там очень интересные исследования, которые можно сделать, и вы можете понять, что это проблема, которой можно заняться и которую стоит решать. Ну и в этом смысле, вот последний слайд, нажимайте. Это, смотрите, был оценка планетарного риска. Что же для нас самое страшное? И вы обратите внимание, что из всех, нарушение изменения климата, где зона риска красным показана, изменение режима землепользования, мировое потребление воды, азотный цикл, фосфорный цикл нарушения. Вы видите, что самое страшное — утрата биоразнообразия. То есть сегодня мировое сообщество признает того, что если мы сумеем восстановить и сохранить экосистему биоразнообразия в нормальном виде, мы выживем. И закончу это впереди. Значит, я хочу сказать, что выходом из этой ситуации является модель устойчивого развития. То есть вот эта модель не верна, мы не находимся в одинаковой ситуации. Важно, что мы находимся в этих экологических лимитах. И мы изобразили, давай следующую, эту модель вот таким образом. Видите, что как распределены экологические лимиты. Обратите внимание, смотрите, фундаментом существования является естественная экосистема. Здесь искусственная экосистема, и надстройка над ними является и наша прекрасная культура, и наша призрачная экономика. Потому что еще Маркс ее называл призрачной, капиталистической. Понимаете, это, собственно говоря, просто потоки денег. Хотя для нас, смотрите, что нас смещает. Нас смещает от красоты экосистем к призрачному образованию экономики. Мы хотим сказать, что давайте распределим все это в достаточной степени, чтобы помнить про эти лимиты. И эта настройка может существовать долгие-долгие годы. Главное четко понимать того, что мы не можем существовать вне тех лимитов, которые здесь есть. Спасибо.